Привет всем, как вы сегодня? Спасибо, что пришли, мы ценим это. У кого первый вопрос? Конор, хотел бы начать с тебя. Очевидно, что у тебя совершенно другая энергия в эту неделю боя, у тебя другой подход к неделе боя, к поединку. И мне интересно, можешь ли ты выделить какой-то момент, когда ты понял, что тебе нужно изменить это и держаться не так, как перед прошлым боем? Ты знаешь, я не так-то сильно изменился, если честно. Я тот, кто я есть, и так было всегда. Я не думаю, что прям кардинально поменялся. Конечно, разные оппоненты, разные условия, но сейчас я в такой позиции, в которой очень рад находиться. И мне не терпится выступить для фанатов 19 января. Передо мной стоит серьезный оппонент, ветеран этой игры. И я просто на хорошем месте, вот и все. Не думаю, что я как-то сильно изменился. Я просто собран, сфокусирован и счастлив быть здесь. Как это было в большинстве случаев. Конор, во время твоего отсутствия, очевидно, у тебя были определенные проблемы с законом и много чего было против тебя. Мне просто интересно, был ли момент, когда тебе не позволили бы вернуться, или вообще, когда ты не хотел сам возвращаться? Потому что все равно есть проблемы, с ними надо разбираться, а мне кажется, у тебя на счету более чем достаточно денег. Тебе правильно кажется. Я очень-очень благодарен. Для меня это честь, и я просто счастлив вернуться на землю США, на американскую землю. Я вновь в Лас-Вегасе. У меня было много потрясающих моментов здесь. Я изменил свою жизнь здесь, в Америке, так что я благодарен этой стране. Для меня честь быть здесь и выступать перед этими людьми. Это ведь развлечение. Я бьюсь и устраиваю зрелище для людей. И возможность порадовать этих людей — это то, что помогало мне подняться по утрам, так что я счастлив. И, Конор, ты заявил о громких планах на 2020 год или сезон, как ты его называешь, но можешь ли ты заверить нас, что нет никаких больше проблем с законом, никаких подводных камней, которые потенциально могут замедлить твои планы на этот год? Ребят, я больше не косячил, я здесь, я в отличной позиции, я готов биться, и у меня масштабные цели, я начну 2020 год для UFC громко и продолжу его. Знаете, это будет большой год для UFC и для моей компании McGregor Sports and Entertainment, можете не сомневаться. Но я счастлив, у меня много интересных вещей на боевом горизонте, и я очень рад вернуться, очень рад. И последний вопрос, Конору. Мы видим, что ты уважаешь ковбоя, и, как ты сказал, разные бои, разные условия, но я уверен, всем понравится прогноз от Mystic Mac, как закончится поединок. Знаешь, у нас были свои моменты с Дональдом. Последний раз, когда мы говорили, и даже последний раз, когда мы видели друг друга, было на той пресс-конференции кучу лет назад. Столько всего изменилось с тех времен. Тогда я был только временным чемпионом полулегкого веса. Дональд говорил, что я не пройду Алдо. Я разобрался с Алдо. Он говорил, что я слишком мелкий для легкой весовой. В итоге я покорил эту весовую. У нас были хорошие закусы с Дональдом. Но время идет. Он стал семьянином, и сколько раз он бился с того момента, так что на данном этапе тяжело не уважать такого бойца. Я уважаю его, и хотя кровь, несомненно, прольется 19 января, никакого конфликта нет. А прогноз от Mystic Mac'а — это будет нокаут. Вопрос для ковбоя. Общее понимание этого поединка среди публики такое: если бой закончится рано, значит, ему удалось достать тебя. Если бой затянется, знаешь, тогда ты начнешь брать поединок под свой контроль. Что ты скажешь на это? О, мужик, я настраиваюсь на 4-5 тяжелых раундов битвы с этим чуваком. Я не хочу ничего легкого. Знаешь, мы с Конором уже одни из последних бойцов вымирающего вида, так что будет здорово выйти туда с ним и показать все, на что мы способны. Да, мужик, я буду биться с ним 5 раундов и не могу дождаться воскресенья. Ладно, ребят, спасибо всем большое. Сейчас мы все уберем со сцены, сведем их и увидимся в воскресенье. The wrong fool.